Существует мнение, что главный KPI политики – это количество союзников, а союзы, как правило, держатся на достигнутых договоренностях. Именно достигнутые договоренности, со слов Александра Брокерта, рухнули не так давно. Договоренности, достигнутые между правительством и Тувинской горнорудной компанией. Предмет договора – цена на черное золото. Начиная с 13 сентября СМИ региона совместно с официальными сайтами правительства информировали: отпускная цена за тонну черного топлива для населения будет составлять 2220 рублей. И вот в конце прошлой недели на нескольких топливных складах эта сумма увеличилась до 3550. Но это еще не ценовой потолок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Угольный склад Ашиан, правильно? Да. А сколько стоит 1 тонна угля? 3550. Это без доставки? Это без доставки, да. Наша съемочная группа попыталась выяснить, что пошло не так в союзе правительства и монополистов. За комментарием мы обратились к заместителю министра топлива и энергетики ТВ Эдуарду Кулару. Еще на прошлой неделе Тувинская горнорудная компания отдельным топливным складам действительно изменила условия поставки, а именно, как ранее договаривались, с Тувинской горнорудной компанией, и были заключены договоры о поставке с топливными складами, договоров на поставку топлива, это все районы республики. Значит, эти договора были внесены изменения в части касаемой отпускной цены. Цена была повышена с 2220 рублей до 2985 рублей. Это коммерческая цена, по которой поставляется юридическим лицам, прочим организациям, кроме населения. И мы считаем, что это необоснованно, и данная позиция была обсуждена и выражено несогласие. И в настоящее время ведутся переговоры для того, чтобы этот вопрос урегулировать. Со слов первого заместителя профильного министерства, цена на уголь для населения была урегулирована постановлением правительства ТВ. Вот оно, от 29 декабря 2021 года за номером 751. Черным по белому. 2220 рублей 10 копеек. После того, как мы посетили Министерство топлива и энергетики республики, мы решили обратиться в Тувинскую горнорудную компанию, чтобы узнать, в чем причина конфликта. В разговоре с представителем горнорудной компании мы процитировали слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва Александра Брокерта. Руководство ТГРК нарушило наши договоренности о сохранении стоимости каменного угля до конца года. Нет, у нас цены даже на уровне прошлого года, это на основании соглашения, которое подписано с Тувинской горнорудной компанией с правительством Республики Тыва. Было в декабре прошлого года подписано соглашение, что на 2022 год у нас остаются цены на 2021 года. То есть цена для населения устанавливается постановлением Республики Тыва, а цена для юридических лиц у нас сохранена на уровне прошлого года. И до конца 2022 года она без изменений действует. Более подробную информацию нам сообщил генеральный директор горнорудной компании. На самом деле уголь для населения не изменился. Какой был ценой 220, так и остался. По угольному складу, по одному угольному складу. Цена изменилась за коммерческая, потому что это не ТСЖ, это не товарищество жильцов. Поэтому у него цена после отработки одного договора увеличилась до юридического лица. Только напомню, у одного склада, не у всех. Если кто-то там этим делом саботирует и поднял цены, это уже вина тех складов, которые приняли такое решение. И остальные у нас договора, а таких 17, те по цене 2,220, они как везли, так и везут. Чтобы получить подтверждение слов директора Тувинской горнорудной компании и его сотрудников о том, что цена на уголь осталась прежней, 2200 рублей, мы решили спросить об этом у представителей топливных складов республики, которые здесь с утра до вечера стоят в очереди за черным золотом. Вроде говорят, что также по 2200. Да, так вроде. Такая же, да, цена? Да. По какой цене? Вроде говорят, что 2200 рублей тонна. Это так или нет? Так, да, как было и так и раньше. И вот тут возникает вопрос к топливным складам Ашиан. Именно им была увеличена цена на закуп угля, так как согласно все тому же постановлению правительства, Ашиан не имеет никакого отношения к ТСЖ. Как вы слышали ранее, представители горнорудной компании четко и ясно выразили свою позицию, а в Минтопэнерго ее обозначать не стали.
Как-то в ходе переговоров известно, чем мотивирует свой поступок Тувинская горнорудная компания? Да, конечно, мы это знаем, и мы с этим не согласны. И этот вопрос является предметом обсуждения переговоров в настоящее время. А для наших зрителей мотивацию горнорудной компании вы сейчас не можете нам сказать пока? Сейчас мы не можем преждевременно говорить об этом. Попытка получить объяснение у самих сотрудников топливного склада «Ашан» не увенчалась успехом. Представители угольного склада в объяснении причин повышения цены на твердое топливо оказались немногословны, в очередной раз сославшись на финансовую политику Тувинской горнорудной компании. В чем только неправы добытчики угля, неясно. Компания выполняет постановление правительства, договоренности по которому были достигнуты еще в прошлом году. Правительство заверяет, что вырабатывает меры поддержки в сложившейся ситуации. Но меры поддержки кому? Строительному магазину? Из чего такое рвение? И раздутые, практически обвинительные высказывания со стороны первых лиц исполнительной власти республики. На эти вопросы ответа пока не нашлось. Провластные информационные площадки республики, в свою очередь, даже не удосужились спросить причин конфликта у самих угольщиков. Но, как гласит старая поговорка, если что-то происходит, это кому-нибудь нужно. И здравый смысл подсказывает, что уж точно не представителям горнодобывающей отрасли. Александр Петрушин, Культыгина Шина, Марат Энмакей, 108 канал.